Мы продолжаем программу «7 дней». Тема специальной военной операции была и остается одной из приоритетных как в информационной повестке России, так и в послании президента. Впервые Владимир Путин обратил внимание на крайне важный, на мой взгляд, аспект, о котором раньше мы не говорили подробно. Как наши герои, участники и ветераны СВО не просто будут адаптироваться в своих городах и селах после победы. Это отдельная тема, очень важно, чтобы они не повторили судьбы афганцев. Но Владимир Путин конкретизирует. Эти люди могут и должны стать новой элитой современной России, управленческой элитой в том числе, для чего уже запущен соответствующий кадровый конкурс «Время героев». Готовы ли они к этому? Хватит ли у них навыков, образования? Наши военкоры, которые общаются с нашими бойцами на передовой, заверяют, очень много не просто способных, но и по-настоящему упорных парней, настоящих профессионалов, а теперь еще с бесценным военным опытом. Еще один момент. Не без скромности замечу, что появление нашей съемочной группы в расположении воинских частей в Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой республиках тоже поддержка наших ребят. Если в первое время они относились к камере и микрофону с удивлением и несколько настороженно, то теперь уже ждут, когда еще раз приедут журналисты родного татарстанского телеканала ТНВ. Медали ордена за заслуги перед Республикой Татарстан получили более сотни наших военнослужащих. Наш сегодняшний репортаж о вручении таких наград еще одному полку мобилизованных, а также о подготовке операторов дронов и об артиллерийском дивизионе. Так уж совпало, что в этих полках наша съемочная группа оказалась впервые. За отвагу и мужество, проявленное при исполнении воинского долга, наградить медалью ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Этот полк называют татаро-башкирским. Сформирован в Казани, в том числе из жителей соседней республики. Это единый организм, который действует ради одной цели – победы. Свои задачи выполняем хорошо благодаря командирам. Не делимся мы на башкир, татар и других. Мы все равны. Потомственный военный. Закончил Казанское Суворовское, потом артиллерийское училище. До того, как оказался здесь, был соучредителем и заместителем директора типографии. Мы боремся за правое дело. Глядя на то, что происходит на Украине, вот это оболванивали людей, то, что они нацистских преступников возвели в героев своей родины, это неправильно, это не есть хорошо. Отец служил в Германии, тогда еще демократической республике. Там и родился, вырос. Потому и позывной такой – немец. Мы просто пришли отстаивать интересы, скажем так, не то что страны, а тех людей, которые обратились к нам за помощью, которые сказали: ребята, мы ваши братья, нас тут угнетают, и нам тяжело, помогите. Мы пришли помогать. Пришли на свою землю и убрать отсюда всю эту гниль, то, что здесь расплодилось. Каждый говорит, что откликнулся на повестку во время частичной мобилизации без сомнений. Люди из разных сфер, разного возраста, с разными взглядами на жизнь, даже с принадлежностью к разным политическим партиям. Да, есть тяготы, да, есть как бы невзгоды. Ну, это армия. Что поделать? Зато здесь закаляется характер. Тем более на войне. Я думаю, надо действовать. Я думаю, надо идти, не бояться, все сомнения в сторону. Наш лидер, он как бы нас ведет в правильном направлении. А надо отстаивать свои интересы. Один раз дашь слабину, потом тебя просто перестанут уважать. Медаль от Татарстана и благодарность от имени Раиса. Самые высокие награды республики, в то же время, пожалуй, самые малые от Татарстана. Для многих не первая награда, но не менее ценная. Когда вернутся домой, это будут уже другие люди. Первая награда была медаль за Жукова, вот, и еще за воинскую доблесть. На жизнь, получается, смотришь по-другому уже. На гражданке общаться большинство с друзьями, повидаться почаще с родственниками и ближе всегда быть с семьей. Я хотел бы поблагодарить правительство республики, что нас не забывает, что вот это внимание, оно очень важно здесь для нас. Мы оторвались от родины, то есть мы скучаем по родине. Ну, вот есть такое, понимаете, там иногда хочется татарскую музыку послушать, и она прям как бальзам на душу. И вот здесь понимаешь, что здесь все регионы собрались, со всей огромной России. У каждого своя родина, у каждого свое. Но вот это какая-то ностальгия по родине, она есть. И вдвойне приятно, когда правительство твоей республики
уделяет внимание нам и напоминает о себе. Вот, награды, еще что-то, гуманитарная какая-то помощь адресная. Я нахожу новую цель. Вот я нахожу сейчас, да, что здесь я нашел танк. Я выбираю цель, выбираю танк. Вот вам улетело. Обучение операторов беспилотников тоже помощь тыла. В шутку их здесь называют командующими малой авиацией или орнитологами. Они теперь есть практически в каждом подразделении, независимо от того, пехотинцы это, танкисты или артиллеристы. Это уже одновременно разведка, авиация и артиллерия. По просьбе командования приехали сюда помочь им здесь, потому что люди не могут выехать в тыл, активно работают. И мы здесь прям проводим для них занятия, повышаем им квалификацию, потому что люди уже с опытом, они уже хорошо разбираются в этих вопросах. Мы им только, как говорится, немножко помогаем разобраться в каких-то обновлениях, каких-то новинках. Я видел то, что реальные войны очень меняются. То есть на первое место выходят беспилотники. Это вот на сегодняшний день, наверное, из основных видов вооружения, которые оказывают определенное влияние на ведение боевых действий. Занимался прокладкой тепловых сетей. Надеется, что в скором времени вернется к привычному делу, начнет восстанавливать то, что было здесь разрушено. Отношение к жизни поменялось однозначно. То есть, что казалось там в гражданской жизни важным, здесь это не имеет никакого значения. То есть научился ценить мелочи, мы все научились ценить мелочи. Такое, как возможность позвонить домой, услышать родные голоса или получить какую-то весточку из дома. Те же самые письма, которые пишут нам школьники, даже детских садов там маленькие пишут детки. Вот это начинаешь ценить здесь. Наша съемочная группа в зону проведения специальной военной операции ездит с декабря 2022 года. Но вот только сейчас, в конце зимы 24-го нам удалось доехать до артиллерийского дивизиона, который сформирован из частично мобилизованных из Татарстана. Направление Авдеевское. Огневые точки чуть дальше от места съемок. Сюда приезжают отдохнуть после выполнения боевого задания. Тут, скажем так, другие ценности. Начинаешь больше за других переживать, чем за себя, если честно. Товарищ, который рядом с тобой, уже за них больше волнуешься даже, чем за себя. Потому что от товарища, который прикрывает тебе спину, очень много зависит. Это очень важно, не думать о том, что у тебя за спиной происходит, зная, что там надежный тыл. И не только товарищи, и надежный тыл там, на гражданке. То, что знаешь, что тебя ждут, любят, каждый день волнуются, и это действительно согревает душу. Пришел сам в военкомат, поэтому не могу сказать, чтобы был недоволен. Родина позвала, мы нужны Родине, поэтому этот шаг был осознанный, обдуманный. И я считаю, что необходимый в данный момент. Каждый мужчина должен, обязан защищать свою страну, свою родину, своих близких. Служим России, и победа будет за нами. Передаю всем татарстанским привет, своей жене. Всем привет. Тем, кто знает, огромный привет. Всем здоровья, добра, тепла и мирного неба. Гордость за своих товарищей, которые рядом, с которым плечом к плечу и отдыхаем, и воюем. То есть еще я понимаю то, что ребята, которые находятся со мной здесь, они самые настоящие защитники. И те, кто находится на гражданке, но переживают за нас и всеми возможными своими силами, ресурсами пытаются нам помочь здесь, это те же самые защитники Отечества. В том числе и наши уважаемые женщины. Купянское направление, Авдеевское, Артемовское. Везде непростая ситуация, и везде наши парни не теряют боевого духа, несмотря на усталость. Зуфар Давлетшин, Булат Абдульманов. 7 дней. Донецкая и Луганская республики.